Вопросы, да. Александр, задайте вопрос. Что построили данные объекты и строите в нескольких районах. Срок эксплуатации самого раннего объекта сколько лет? Или они еще не введены в эксплуатацию, ни один? Один объект у нас введен в 2014 году, это в Кичевском районе. На Пашинском месторождении мы построили его в 2016 году, мы оформили срочную документацию. Сейчас ставим на учет в госорганах, ну там есть определенная схема постановки, и планируем начать эксплуатацию. То есть, видите, объекты новые. Никто не оценил их деятельность. Прежде чем технические все экспертизы, все это хорошо. Вы люди грамотные, это видно. И Лукойл должен гордиться такими работниками. Но никто не оценил, что будет через 20 лет. Вы вряд ли все будете работать тут, скорее всего. Вы тут не живете. Нам по-другому себя защитить никак невозможно. Мы боимся последствий. Правильно, это болото. У меня был вопрос еще. А почему какой-то другой район не выбрали, место, вернее, в Вижемском районе? Макарьоль, еще что-то. Потому что это выгодно вам. Про нас, про жителей, почему-то никто не подумал. Вы, может, не будете работать через 5-10 лет. Свалите на кого? Все. Которые приедут, будут кивать на вас. Все это хорошо и прямо технически очень грамотно, видно все. Но что будет через 20 лет? Мы ведь не знаем ничего, и мы боимся, потому что вы за свои, не вы, ваше руководство, за свои поступки не отвечаете. Рыба воняет нефтью, они говорят, все хорошо. По весне нефтяная пленка, в газете себя защищают. На реке Ухте в районе Шудаяга черный лед. Я там часто бываю. Это скважины доисторические 1934 года. Когда и где Лукойл отвечал правильно и полностью за свои поступки? Вы не козыряйте законами. Москва далеко, а мы живем тут. Эти налоги, которые уходят, это капля в море. Это подачка с барского стола. Мы не имеем ничего здесь такого, чтобы хотя бы за это мы могли бы промолчать. Понимаете? То, что было в 2007 году, когда это место было выделено, то, что слушание, это уже вопрос обсуждался, просто меня в тот раз не было. Это вина и администрации, в том числе всех уровней. Если даже депутаты поселка не знали, когда будут слушания, объявлено за черти сколько месяцев, я всегда, например, хожу на все, но я не слышала этого. Люди теперь проучены, и что они только сейчас стали защищать? Нет хорошей жизни. Мы не против всего этого, если бы мы знали, что да. Вот где-то оно работает столько лет, наши общественники съездили, и все хорошо. Дети умирают, молодежь умирает. Да, мы боимся этого. Нефть и продукты ее нефтепереработки – одни из самых тяжелых канцерогенов. Мы себя защищаем, и мы боимся. Вы должны нас понять. Почему, например, не на Макарьоле это могло быть сделано? Потому что выгодно вам. Плечо тут короткое, возить хорошо. А то, что вы даже... Ну вот, даже вот, ну что вот вы нам? Вы там даете району сколько-то миллионов эту каплю, детей куда-то свозите и так далее. А ведь по максимуму вы нам не помогаете. Дороги вы разобьете подвозом всех этих вещей. Вы будете таскать сюда с 3 районов весь этот шлам. Вы красиво говорите. Но что там будет, мы не знаем, понимаете? Переполните вы, впитается это все в почву. Будем мы пить эту воду. Мы элементарно боимся, понимаете? И поэтому люди, они ведь не против вас, как личностей. Мы за свое здоровье, за здоровье детей боимся, потому что сколько угодно уже примеров. Да и вообще, почему нужно было сразу так близко лезть? Вы назвали, пусть не обозвали, урной, поселок Чую, но мы не хотим быть урной. Мусорное ведро. 500 метров от данного объекта. Да, соблюдено от населенных пунктов. Но вы забываете, что народ ходит в лес. Это место, куда все всю жизнь ходят в лес. И этой ягодой кормят больных детей. Морс с него варят. Понимаете, куда им ходить? Не все живут богато и так далее. Вы-то на службе, вы получаете зарплату. А ведь все сливки снимают кто? Ваше руководство. Почему мы своим здоровьем должны платить за золотые унитазы, там, ручки, за яхты, не знаю за что, вашего руководства? Да, это политический вопрос, мы уходим в эту сторону. Но тем не менее, вот почему-то более далекое место вы не выбрали, где, по крайней мере, хоть было бы далеко от наших населенных пунктов. Ну, как гетто уже какое-то. Уже вышки лезете строить в поселке, вообще вокруг поселков, ну, везде уже лезете. Ну, когда вы нас в покое-то оставите уже. Они, вот эти люди, выполняют свою работу и выполняют, видно, хорошо. Сейчас молодежь не часто попадает такая грамотная, но
ну вот, боль-то наша просто. Может быть, можно найти какой-то компромиссный вариант. Где-то подальше. Ну, что касается за границей, где они платят огроменные штрафы, то да, здесь ведь, посмотрите, постоянно уходят от ответственности. И то, что вы, как руководитель крупного такого учреждения, не знаю, что вы там смогли сделать, чтобы природу нам оставили отдельно, это министерство, и чтобы защищать только природу. И вы киваете на нашу кочегарку. Опять мы идем в политику. Почему у нас нет газа? Где доходы Лукойла провести ветку газовую, чтобы не было вот этого? Вы киваете на мусорную свалку. Где доходы Лукойла миллиардные, чтобы нам построить тут мусорозавод? А мы виноваты в том, что мы вынуждены мусор увозить, что мы вынуждены не околеть зимой и топить эту кочегарку. Мы что ли в этом виноваты? И вы нам еще добавляете. Спасибо, Людмила Александровна.